столе победила Ефимова Карина. Инфаркт не словил? Ну, чуть-чуть. Весь потный стоял там на трибунах. Вот это наша комната. Здесь живет 4 человека. Я считаю, что основателем этого прогресса является Динго Модоршко. Уступила только вот ветерану, которому уже давно за 30. Ну, у них у всех... Будущий лидер, может, веса может. Я очень надеюсь. Так, Евгения, вот 5-й год базируетесь в Екатеринбурге. Как там условия, как проводите тренировки? Ну вот да, девочки уже 5-й год. Я сама работаю там 3-й год, 3 года уже вот в апреле. И все условия есть в плане медицины, восстановления, залы, питания, проживания и финансирования. За что спасибо огромное Сергею Викторовичу Воробьеву, то, что принял нашу якутскую команду двойным зачетом и помогает очень сильно нам. Также хочу сказать спасибо нашему республиканскому центру спортивной подготовки за всевозможную поддержку финансовую и вообще в целом, когда мы туда приезжаем, проходим восстановление, тренировочный процесс. Сколько примерно тренировок проводите в день? В неделю даже. В неделю 10 тренировок, получается, с понедельника по пятницу, по 2 тренировки в день. Там утренняя примерно 2,5 часа и вечерняя по 2 часа. Плюс-минус в день уходит 5 часов. Все в одном здании. И живут, и тренируются, и питаются, восстанавливаются. То есть все в одном здании. И очень удобно. Удобно, наверное, очень вылетать. Удобно. Ну да, это как бы центр России, не центр, а середина России. Поэтому и домой можно слетать, и в центр России сам можно слетать. То есть до Москвы буквально 2,5, до Сочи 3 часа лету. Очень удобно. То есть такого нету, как с Якутска. Ты летишь 6 часов и испытываешь такой джетлаг тяжелый. Вот. Вот это наша комната. Здесь живет 4 человека. Вот. Саина, Оля и Надя, Аина. Вот на этой кровати. Вот. Комната просторная, все вмещаются. Стол, стулья, микроволновка, холодильник. Все есть. И дошли до пятерки. Это 2%. Весовая категория женщины 48 килограммов, 29 участников. Сильнейшие: Гелязова Сабина, Моисеева Айна, Сергеева Алина, Борисова Ольга, Барабаш Анастасия. Татьяна Цыганкова, Оксана Суровцева, Дарья Захарова, Ирина Мазитова, Анастасия Катерина. Владлена Гусева, Ксения Медведева, Анна Годомская, Елизавета Петрушина. Весовая категория до 78 килограммов, 30 участников. Алена Прокопенко, Виктория Лихачева, Ксения Задворнова. Если кто-то сейчас тоже обидится.
скор. Победила Иудина Полина. На татами 4 вызывается Супруненко Злата, Краснодар, Иудина Полина, Свердловская область, Якутия. Уральский федеральный округ. Готовятся Ахмедов, Угурчиев. Татами 2 победил Гаджиев Мурат, Москва. Победила Иудина Полина, Свердловская область, Якутия. Аричев приготовиться. Победила Иудина Полина.
Победу на татами 3 одержала Алена Прокопенко, город Санкт-Петербург, и завоевала бронзовую медаль весовой категории до 78 килограмм. Так, ну, Полина, у тебя, кажется, первый бронзовый финал, да, в карьере на чемпионате России? Ну да, это мой, получается, второй чемпионат за всю мою жизнь. И впервые? На первом чемпионате я проиграла в четвертьфинале. Бабинцева проиграла тоже, и Лихачевой тоже проиграла. Лихачевой, да. А в этот раз Лихачеву удалось выиграть, Бабинцеву. Опять одна и та же ошибка. Мы с тренерами договорились, что я не буду делать зашагивание, потому что она очень хорошо умеет контрить с этого приема. И всю борьбу у меня в голове это все крутилось, я не делала зашагиваний, только вперед. И за счет этого борьба хорошо шла. Но прием, который я сделала, случился машинально. И так получилось, что она, конечно же, как умеет, скрутила, и я упала на спину. И отыграться даже не было шанса. Ну, проиграл ветеранам, можно сказать. Бабинцева 33, кажется, да? Да. Прокопенко 34. И где? Ну, да, у них больше опыта, больше знаний, но в то же время за счет выносливости можно было их сначала разогнать, потом под конец встречи можно было поймать. Но тут надо было, да, с головой чуть-чуть. В силу опыта, конечно же... Ну, скоро они, наверное, закончат карьеру уже. Тогда да, можно... Нет, я не хочу, чтобы они заканчивали карьеру. Я хочу их выиграть, потом пускай заканчивают. Я не хочу так оставлять. И 4 победы было. Да, довольно из 6 ярко. 4 победы, да. Как борьба с ними? С первой девочкой я не встречалась ни разу. Со второй я уже боролась на России, с 3 мы с ней были в полуфинале, я ее выиграла. И получается, с Лихачевой я вот встречалась очень много раз. Ну и все. Как сама вот, значит, пришла в дзюдо вообще? Вообще, раньше, во 2 классе ко мне еще первый тренер пришел. Мы тренировались в старой школе. Из-за того, что старая школа закрылась, тренер переехал в другой зал. И с этого момента я перестала тренироваться до 6 класса. В 6 классе он еще раз приехал в нашу школу. И, получается, 2 года я тренировалась в Нурбе. 1 год я просто в Якутске тренировалась, и с 9 класса я тренировалась в училище Олимпийского резерва в Якутске. И в 2020 году мы переехали в Екатеринбург с якутской командой. И вот с 2020 года я в Екатеринбурге тренируюсь. И сегодня весь зал кричал, Полина, кажется, да? Слышала? Ну да, и мы же дома, и екатеринбургцы молодцы, болели за нас. За это огромное спасибо. И не только екатеринбуржцы, очень много ребят из Якутии приехало поболеть за нас. Это на самом деле очень приятно, что вот сплоченность есть, чувствуется. Даже флаг был. Лахан махтал, мигин кардикутигер, мигин мехари эремикитигер, лахан махтал. Оны тоқтақпен Барта инникиге. Многие сомневались, что ты говоришь по-якутски. Вот. Дина хылын арвын. Ардыгар просто интервью берет на лучше научила хангарин дечер. Бары альбахки хайдятын буртук. А так крылтын, конечно, хылын арвын. Федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ, Золотарева, Татами 3 вызывается Культенко Дарья, Приволжский федеральный округ, Салим Гараева, Анастасия, Уральский федеральный округ. Готовится Хилова, Цыбоева.
Golden Scott татами 2. Победил Устемиров Артем. Татами 2 победила Татарченко Надежда, Уральский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ. Сибирский федеральный округ. Татами 3 называются Компотов, Муслим, Уральский. Давид. Татами 3 называется Уцилев Адам, Москва. Федерального Филимонова Яковлева приготовиться. Победила Зураева. Голодное время настало. Движение с рабочей зоны будет. Татами называется Полякова Яна, Уральский федеральный округ. Победила Два победила Татарченко Надежда, Уральский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ. Татами 2 победила Татарченко Надежда, Уральский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ.
тоже. Услышал команду? Командность есть? Ты просто взял паузу. Татами 1 победу лежал Ким Кириллов. Татами 1 вызывается Баканов Денис, Южный федеральный округ, Воложанин Егор, Дальневосточный федеральный округ. Тузанкин, Давудов приготовиться. Татами 3 победила Ефимова Карина. Татами 3 победу одержал Евсеев Дмитрий, Уральский федеральный округ. На татами 4 готовится весовая категория свыше 100 килограммов. Бабаян Давид, Москва, Якушев Дмитрий. Победила Моисеева Аина, Свердловская область, Хайкубе. Татами 2 победила. Победила Ефимова Карина, Уральский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ. Татами 3 победила Борисова Глафира, Санкт-Петербург. Татами 1 убывается Баканов Денис, Южный федеральный округ, Матаев Мухаммед Али, Санкт-Петербург.
Карпов Егор приготовиться. Лешкенов Артур, Центральный федеральный округ. Думаева Яна, Уральский федеральный округ. Татами 2 вызывается Галицкая Ксения, Южный федеральный округ. Барашкова Ангелина, Приморский федеральный округ. Бойсиев Тимофеевичева приготовиться. Татами 2 вызывается Басиек Эвелина, Центральный федеральный округ. Тимофеевичева Любовь, Уральский федеральный округ. Шаталова Штенцова приготовиться. Татами 4 победила Моисеева Инна. Жанабеков Селимбай, Тюмень. Победил Егоров Вячеслав. Вызываются Золотухин Артем, Санкт-Петербург, Шалимов Александр. Севастополь, Крым. Победу одержала Ефимова Карина, Уральский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ. Рачня Анастасия, Сибирский федеральный округ. Бифов Кикиткин приготовиться. Повторно. Готовиться. Татами 3 вызывается Цыганкова Татьяна, Сибирский федеральный округ, Центральный Татами 2 вызывается Тимофеевичева Любовь, Уральский федеральный округ. Штенцова Валентина, Уральский федеральный округ. Зенит Краснояров приготовиться. федеральный округ. Татами Готовится 4. Мурашова. На татами 4 вызывается Жанабеков Селимбай, Тюмень. Золотухин Артем, Санкт-Петербург. Борьба. Татами 2 победил Зимин. Татами 3 победила Ефимова Карина, Уральский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ. Вышла в финал. Победу одержала Майданик. Татами 1 вызывается Суева Ирина, Уральский федеральный округ, Мухина Ольга.
Победу одержал Ядовицкий Валерий, Южный федеральный округ, Уральский федеральный округ. И вышел в финал. Победила Моисея война, Свердлов, Саха и Кудя. Саха и Якутия. Третий татами. Победу одерживает Борисова Ольга, Санкт-Петербург. И завоевывает бронзовую медаль. Победу одержала Елемзова Сабина. Бронзовые награды завоевали Ольга Борисова, Санкт-Петербург. Второе место заняла Аина Моисеева, Свердловская область, Республика Саха, Якутия. Победительницей весовой категории до 40. Серебро, полный комплект, как сказала, да? Ну как ощущение, как чувство? Ну, осадок остался, конечно, от того, что я могла выиграть золото, но ничего, будем работать дальше. Вот в прошлом году вот, у меня были вопросы к судейству. В этом как-то ты настроилась, чтобы всех как-то Да, с самого как начала? говорит нам тренер, нам нельзя давать повода, чтобы заслуживали. Нужно выигрывать прям точно, ну, четко, без вопросов. Но, да, в том году тоже в полуфинале немножечко не получилось, тоже с судейством, можно сказать. И за бронзу я уже там морально, наверное, уже не смогла. Психологически подавленная была, да? Поэтому я все равно рада серебряной медали. Я ценю каждую медаль. Поэтому... Ну, второй раз в жизни в финал попасть, это большого стоит все равно. Да, ну, чуть-чуть обидно, конечно, но... Так, и в полуфинале вот была сложная схватка, проиграла 10-0, потом
сравнялась. Когда проиграла, было ощущение, что уже все. Нет, кстати, я когда упала, у меня не было паники. Обычно у меня вот сразу паника и эмоции там вперед, и я уже не думаю, а просто там пытаюсь что-то. А тут я как-то была уверена, что я смогу отыграться. И так и получилось, слава богу. И сегодня была большая поддержка. Из Якутии приехали, папа приехал, да? Ну, зал поддерживал. Да, ну, как вообще бороться? очень приятно было, что такая сильная поддержка. Целый зал кричал мое имя. Это было очень приятно. И было бы, конечно, в 2 раза лучше, если бы я оправдала их надежды и выиграла, но не сегодня. Вот. И да, очень много народу приехало из Якутии. Вот большое им спасибо за поддержку. Я все слышала, и они мне помогали, можно сказать. Кому посвящаешь медаль? Всем тем, кто меня поддерживает. Республики Якутия. Республики Саха-Якутии, да. Спасибо за поддержку. Поздравляю. А какие цели вот в следующем году? В следующем году? Да. Ой, не знаю, честно. Ну, конечно, на бы Евро, хотелось, да, на международных стартах больше бороться. Это как бы внутреннее подтверждение, ну, о попадании в сборную команду, а там уже на международные старты, я надеюсь, будут ставить. Вот. Поздравляю. Спасибо. Арбитр на татами. Ретинский Станислав, Краснодарский край. Карина завоевывает золотую медаль. Серебряную медаль получает Нугаева Лилия, Саратовская область. Категории до 52 килограммов стала Карина Ефимова, Свердловская область, Республика Саха, Якутия. Так, мама Карина, тетя, родной брат Артур. Как настроение, Артур? Как настроение? Хорошее. Очень рад, что моя сестра выиграла. Очень переживал. Инфаркт не словил? Ну, чуть-чуть. Весь потный стоял там на трибунах, болел, орал. Голос чуть
горло чуть болит. Каково вот быть братом первой в Якутии двукратной чемпионки России? Ну, гордо, конечно. Очень горжусь, то, что вот такая вот сестра у меня есть. Как бы я тоже какую-то... Причастен, получается. Да, помог ей, с ней разминался и как бы везде присутствовал, чай носил, все разминался. Как бы помог этим, можно сказать. Поздравляю. Как начинала Карина бороться сюда? Как пришла она? Ну, Карина вообще с малых лет, она очень была активная, ну, всегда стремилась к тому, что она очень, ну, как бы с детства видно, что у нее был характер такой упорный, да. И вот со своим братом она постоянно устраивали дома поединки, да, как можно сказать. Вот. Ну и как бы мы поэтому решили, как бы, ну, сделали вывод, что нам нужно ей заниматься именно активным видом спорта. И она выбрала именно дзюдо. В то время, значит, был этот кружок, по-моему, ДЮСШ-2, где являлась тренером Данилова Мария Прокопьевна. Вот. И вот с первых дней ей понравилась эта секция, и вот она туда вот ходит с 7 лет. Постоянно так выезжаете, поддерживаете, да, дочку? Ну, да, вот в этот раз я приехала, ну, как бы мама, чисто мама, потому что у нас в основном ездит это папа наш, но сейчас он не смог, поэтому я его заменила. А так мы часто, да, посещаем соревнования, если там бывает где-нибудь вообще, ну, даже выездных тоже. И Карина вот является уже, ну, стала первой мастером спорта международного класса, первой чемпионкой, двукратной чемпионкой России. Ну, какого вот чувствуете, что у вас такая дочь? Конечно же, это гордость, это за ее труд, да, труд родителей, труд тренера, ее труд, это все с этим связано. Ну, что еще? Горжусь, мы все гордимся ею, молодец. Каково вот защищать титул чемпионки России? Ну, все равно была ответственность, потому что в прошлом году я была также чемпионкой. Вот, в этот раз было очень трудно тоже. Был довольно сложный полуфинал. Ранее с этой девочкой я не встречалась, поэтому вышло так напряженно. Вот, а в финале, ну, мы уже знаем друг друга. По 7 раз, по несколько раз боролись. Вот, и там уже нужно было что-то придумывать, новые заготовки. Вот. А после жеребьевки какие мысли были? После жеребьевки? Да. Ну, да особо никаких. Просто посмотрела и, ну, все. Ну, Глафира и Нугаева ушли в другую сторону. Как бы сложные соперники тоже. Как чемпионка России все равно была сеянной. Как-то облегчило? Ну, наверное, да. То, что у меня были молодые соперницы, вот, и с ними также я не боролась. Вот. Но я рассчитывала, что буду в финале с Глафирой Борисовной, потому что у нас что-то звезды вообще ну, у нас звезды не сходятся, поэтому нам не удавалось встречаться на соревнованиях. Вот. Последний раз мы с ней боролись 2 года назад. Вот. С тех пор мы вот не боремся, что-то не сводят на звезды. И вот каково вот быть двукратной чемпионкой, ну, первой в истории Якутии? Да, обычно. Так же, как и было. Какие планы дальше? Чемпионат мира, Европы, может? Ну, выступать на международных соревнованиях, уже там показывать достойный результат. Вот. И в скором времени, я думаю, у меня получится методом проб и ошибок. Поздравляю еще раз. Спасибо. Завершился чемпионат России. Каковы итоги сборной? У нас по итогам 3 дней личных соревнований имеем 2 пятых места,
И сегодня вот у нас завершилось 2 финалиста, из них 1 золото и серебряная медаль. Ну, исторически, получается, 2 больших финала и 2 малых финала. Да. Такого еще не было у нашей команды. Ну, скажем так, да, когда вот 4 человека выходили в финальный блок и все боролись за медали, это первый раз. Как проводились сборы, где работали? Ну, это на протяжении всего года мы делали. И очень было много сборов в сборной команде страны. Также были выездные Кубки Европы. И вот у нас был последний подготовительный этап чемпионата России. Мы его организовали в Японии, 2-недельный был. Очень тоже, так сказать, вот результат того сбора сейчас виден, что девочки плодотворно отработали. Вот, и то есть сегодня мы пожинаем плоды работы, которую проделали на протяжении всего года. Карина вот 2-й год подряд выиграла золото, это уже стабильность? Нет, это приятно, но знаете как, мы же понимаем, когда нужно завоеванно отстоять, это очень тяжело, да, психологически. Слава Богу, что она вот психологически у нас скрипышка такая, да, и выдержала натиск, и грамотно все сделала, то все, что мы подсказывали, все выполняла тактику, да, и в итоге вот заработала даже оценку и выиграла явно. Так, немножко вот не хватило Аине одного. Это, знаете как, вот у нас есть такой момент не очень хороший, это вот у нас чуть ли не каждый месяц или каждый квартал меняется правило. Если вот взять по старым правилам, там у спортсменки из Челябинска был нырок головой, и это вообще дисквалификация, по идее. А также, по идее, можно было оценить как контрдвижение от Аины, да, и изначально все 3 судьи дали оценку ИПОН в пользу нашей спортсменки, но потом вот есть просмотровая комиссия, они решили, что не было контроля, и еще и оценку дали в ту сторону. Хотя я считаю, что либо надо было просто никому не давать оценку и дать возможность побороться. Поэтому это для нас, для всех, это очень досадный момент, что вот так вот. Тем более мы все еще хорошо помним прошлогодний полуфинал, когда вот тоже вот произвол был такой со стороны судейской коллеги, так скажем, да, и когда она в полуфинале уступила, и потом не смогла просто морально восстановиться, за 3-е место и уступила. Тем не менее, вот я успокаивал Аину, она за эти последние 4 года она имеет 7-е, 5-е, 3-е, серебро и золото. То есть она все медали собрала из чемпионата России. Так, Надя вот перешла с 78 до 70, вот 8 килограмм разницы, как это? У нее сейчас немного есть вот в целом организм как-то перестроился, она даже похудела почти на, так скажем, 15 килограмм. Вот. И это, мы сами не можем понять, да, это из-за чего это все так. И если у нее вес перед тренировкой 73 килограмма, как бы смысл идти наверх, когда можно 3 килограмма подсушиться и побороться в 70 килограмм. И Полина уступила только вот ветерану, которому уже давно за 30. У них у всех будущий лидер, может, весом может. Я очень надеюсь. Сейчас мы уже потихоньку делаем анализы и над чем работать, куда нам нужно двигаться, что поменять. Огромный потенциал есть, и Полину, что приятно, когда слышишь комментарии тренеров сборной команды, тренеров тренерского штаба, там все комментарии положительные, да, и в ней видят хороший потенциал. Также то, что она в прошлом году была на первенстве мира 5-й, вот, и сейчас вот она, это тоже для внутреннего чемпионата у нее высшее достижение, это 5-е место пока что. Я считаю, что это еще не предел, и будем дальше готовиться, тренироваться. Они так получается. Вот последние 9 лет очень сильно развивается дзюдо в Якутии. Вот 3 чемпионки России появились. Карина Ефимова стала первой двукратной чемпионкой. Как оцениваете якутскую школу? Да, якутская школа сейчас очень сильно прогрессирует в дзюдо, особенно женское дзюдо.
Я считаю, что основателем этого прогресса является Дадин Гамбадорж, который вот сначала у него была Нургуяна Никифорова, и потом уже вот пошли ростки такие, как Аина, Карина, Иудина Полина и так далее, и Татарченко Надежда. Эти все девочки, еще я их знаю с юношеского возраста, они по всем возрастам были лидерами, начиная с юношеского, кадетского возраста, а потом с переходом в юниорский, занимали лидирующие позиции по молодежке, 23 года, которые команду возглавлял в свое время. И сейчас вот добрались уже, в принципе, до взрослой команды, и неоднократные победительницы этого чемпионата, даже у нас и Карина, и Аина была чемпионкой, и призерка несколько раз. И Надежда Татарченко сейчас опять доказала свое мастерство, что она является одним из лидеров категории, которую поменяла уже. Надя вот перешла вот 70 килограмм, это 78. Такое бывало в истории, что 8 килограмм разница? Я думаю, что у ней уже была тенденция к понижению веса, то есть поэтому было принято решение, что лучше уже убрать вот эти там 4-3 килограмма, которые были лишние там, до 70, да, и уйти в более низкую категорию, потому что если бы она продолжала выступать в 78, там, мы понимаем, что взвешивание вечером, люди входят в категорию 78, а потом еще становится на 3-4 килограмма тяжелее. То есть понятно, что соотношение веса очень большое и очень тяжело соперничать с таким перевесом в категории. Как будет формироваться состав сборной России на следующий год? Все девчонки, которые заняли призовые места, также стали пятыми, они автоматически попадают в список сборной команды России. Они должны пройти углубленное медицинское обследование, получить разрешение на прохождение сбора, где мы проводим все наши сборы в Сириусе, это в Сочи. И затем по состоянию мы будем смотреть, кто в каком состоянии, в какой форме, распределять по турнирам. Турниров очень много, это преимущественно гранд-шлемы, их порядка 5 или 6 турниров в течение года, соответственно, чемпионат мира, Европы. И уже по итогам этих турниров будем формировать состав на официальные старты. Спасибо большое. Удачи всем. Это серьезно?